Армейская выправка и стойка смирно. В один ряд, как и прежде, плечом к плечу с молодыми. Готовность к службе в любой момент демонстрируют ветераны МВД. Каждый год 17 апреля они отмечают свой профессиональный праздник – День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Торжественное мероприятие неспроста решили начать именно у Вечного огня. Здесь увековечены имена их коллег, погибших при исполнении служебного долга. В память о них собравшиеся возлагают цветы. Вклад в укрепление внутренних войск, который внесли ветераны, трудно переоценить. С таких слов начинает свое выступление Юрий Муравьев. Впрочем, поздравить старших по призванию своим долгом здесь считает каждый. Действующие сотрудники перед ветеранами, перед вами в неоплатном долгу. И сегодня от лица руководства МВД, от лица личного состава, от себя лично, позвольте поблагодарить вас за вашу работу. Спасибо вам за ваш огромный труд. Пусть всегда окружают вас близкие, дарят вам тепло. Спасибо вам большое. Виновников торжества приглашают в актовый зал министерства. Но по пути в музее истории МВД невозможно не остановиться перед сотнями фотографий, на которых такие знакомые каждому здесь лица. Хажумар Арапиев, майор милиции в отставке. Службе в органах он посвятил почти 22 года. В этом году ветерану МВД исполняется 80 лет. В свой заслуженный отдых он, тем не менее, не остается в стороне. Обучает сотрудников патрульно-постовой службы. У нас не было дня отдыха, ни ночь, ни день. Мы продолжали работать столько, сколько это нужно. И никто не жаловался, что я вот переработал, что я устал. Надо, мы шли и делали. Задерживали преступников. А в это время в актовом зале собравшимся представили документальный фильм, краткую хронику истории становления органов внутренних дел Ингушетии. Позади то время, когда почти каждый день республику сотрясали взрывы, новости об обстрелах сотрудников правопорядка. В этот день бывшие коллеги и сослуживцы вспоминают тех, кто защищал нашу родину ценой собственной жизни. А если сейчас в нашем регионе мир и спокойствие, то в этом заслуга именно тех, кого сейчас нет рядом. Самую приятную часть оттягивать не стали. Около 100 ветеранов получили нагрудные знаки и почетные грамоты, а женщинам-ветеранам МВД еще и цветы. Полковник милиции отставки Костоеву, эти мероприятия очень полезны для подрастающих поколений. Они играют роль как в патриотическом воспитании не только молодежи, но и сотрудников, потому что наши ветераны постоянно проводят занятия, уроки мужества, непосредственно постоянно занимаются с трудными подростками. Также оказывают помощь сотрудникам МВД по Республике Ингушетия. Хочу поздравить ветеранов, пожелать им здоровья, счастья, успехов во всем и мирного неба над головой. Ханс МВД уже становление молитвенно, становление латежи, Бог декебо, Бог профессиональный, подготовленный, дух бычок Ханс. Хосхет, что в МВД, в республике процветает, деш хозвей бахр туалуш дал, диагл беркати дот, халхи беркати юлш дот. Ингушский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России образован ровно 16 лет назад. Его первым председателем был Амирхан Плиев, а сейчас в совет входит более 2000 человек. Вся наша работа строится на том, чтобы создать положительный имидж Министерства внутренних дел. Вся наша работа строится для этого. Мы проводим мероприятия в школах, средних и высших учебных заведениях. Основные мероприятия проводятся к преддверии каких-то памятных или праздничных дат. После официальной части в завершении сегодняшнего праздника для ветеранов устроили праздничный концерт. С песнями выступили звезды ингушской эстрады. Не обошлось, конечно, и без лезгинки. Ветераны в который раз доказали, что они еще полны сил и до конца верны присяге. Юсуп Гелесханов, Хаваш Гойгов, Новости 24.